Здравствуйте! Вы смотрите последние предвыборные дебаты на канале АТВ. Проведет их Елена Янак. Тема реформы в Молдове, укрепление особого правового статуса Гагаузии, Гагаузии. Сегодняшние дебаты были организованы для одномандатного округа номер 45 Камрадского района, на который были приглашены кандидат от партии коммунистов Республики Молдова Иван Кыльчик, независимый кандидат Николай Дудогла и кандидат от партии социалистов Республики Молдова Александр Суходольский. Сегодня одного кандидата не будет на наших дебатах, так как он не ответил на наше приглашение. Независимого кандидата Николая Дудогла будет представлять Степан Кара. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что дебаты у нас пройдут в 5 раундов. В первом раунде кандидат представит свою предвыборную программу своего кандидата. Во втором раунде кандидаты ответят на вопросы ведущего. В третьем раунде кандидаты задают по одному вопросу, интересующего их или по вопросу нашей темы. В четвертом раунде мы подготовили 3 конверта, в котором по одному вопросу, на которых нужно будет дать ответ каждому из кандидатов. И в 5-м раунде дается 1 минута для обращения к избирателям. В общем, в ходе всей передачи для каждого кандидата дается по 17 минут. Неиспользованное время в ходе передачи сгорает. Перед началом наших дебатов, для того, чтобы поближе ознакомиться с нашими кандидатами, смотрим видеопортрет. Мы перед началом передачи провели жеребьевку, поэтому первый видеопортрет независимого кандидата Николая Дудогла. Николай Дудогла, независимый кандидат в парламент Республики Молдова по одномандатному избирательному округу номер 45, Камрадский район. Родился 13 марта 1966 года в муниципии Камрад. Мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Республики Молдова. Образование высшее. 1973-1979 годы Камрадская средняя школа номер 6. 1981-1984 годы Кишиневское спортивное училище номер 3, отделение борьбы. 1986-90 годы Кишиневский педагогический институт имени Крянга. Трудовая деятельность. 1990-2001 годы тренер по вольной борьбе Камрадской детской юношеской спортивной школы. 2001-2004 годы директор регионального спортивного лицея-интерната. 2002-2004 годы начальник управления по делам молодежи и спорта Гагаузии. 2004-2014 годы мэр муниципии Камрад. Политическая деятельность. В 2003 и 2008 году избирался депутатом Народного собрания Гагаузии. Возглавлял комиссию по делам молодежи, спорта и туризма. 2007 года заместитель президента Союза муниципалитетов Тюркского мира. С 2010 года заместитель президента Союза муниципалитетов Балканских стран. 2014-2018 годы депутат парламента Республики Молдова. Женат, 3 детей. Это был видеопортрет независимого кандидата Николая Дудогла. Господин Кара, если у вас есть дополнение по портрету, можете дополнить. Дополнения нет. Угу. Следующий видеопортрет господина Ивана Кыльчик. Смотрим. Иван Кыльчик, кандидат от партии коммунистов Республики Молдова в парламент Республики Молдова по одномандатному избирательному округу номер 45, Камрадский район. Родился в 1951 году в Камрате, где проживает в настоящее время. Образование с 1970 по 1975 год он учился в Московском технологическом институте легкой промышленности на факультете экономики и организации промышленного производства. Трудовая деятельность. В 1980-1984 годах был инструктором орготдела райкома партии коммунистов города Камрата. После этого он 2 года работал главным инженером Камрадского кирпичного завода. С 1986 по 1990 годы являлся заместителем председателя городского совета народных депутатов города Камрата. С
1990 по 1991 годы заведовал общим отделом Камрадского райкома Коммунистической партии. В 1995 году был избран примаром Камрата, заместителем главы районной администрации. Политическая деятельность. С 2001 по 2005 годы был депутатом парламента Республики Молдова. Участвовал в комиссии по экономике, промышленности, бюджету и финансам. В 2005 году являлся советником-посланником посольства Республики Молдова в Турции. В 2008-2010 годы начальник территориального управления административного контроля Министерства местного публичного управления АТО Гагаузия. С 2010 года занял должность помощника депутата и с данной должности в 2014 году ушел на пенсию. Женат, 2 детей. Вы уже давали оценку нашему портрету, если есть какие-то дополнения? Дополнение только одно, чтобы телезрители не подумали, что начиная с 80-го года, то, что указано в портрете, до 80-го года у меня был период учебы, период работы. Поэтому общий стаж работы составляет более 45 лет, чтобы для телезрителей было немножко ясно, что трудовая деятельность намного больше, чем указано в портрете. Итак, мы начинаем первый раунд наших дебатов согласно жребию. Первым представит свою предвыборную программу представитель независимого кандидата Николай Дедогло Степан Кара. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители, жители 45-го округа, Камрадского округа. В первую очередь предвыборную программу Николая Дедогло, нашего кандидата, входит то, чтобы вернуть все те полномочия, которые Гагаузия утратила за все эти годы. Сегодня мы видим, что гагаузское общество разделено. Первая цель, опять же, это объединить все наше общество, объединить наших жителей, сделать все возможное для того, чтобы создать условия для нашей молодежи, для того, чтобы можно было создать условия для нашего более старшего поколения, чтобы они достойно могли выйти и на пенсию, чтобы у них достойные пенсии были на территории Гагаузии, потому что сегодня мы видим, что очень много проблем у нас связано и с пенсионерами, и с молодежью, и с нашими предпринимателями, молодыми специалистами. Им негде трудоустраиваться, а мы это все должны делать, помогать и поддерживать этих ребят. Ваше время как раз вышло. Итак, согласно жребию, вторым свою предвыборную программу представит господин Кольчик. Пожалуйста, у вас ровно 1 минута. Уважаемые избиратели 45-го округа, я, в принципе, свою программу первой передачи охарактеризовал, озвучил. Но хотелось бы сейчас уже, в связи с тем, что буквально остались считанные дни до выборов, я хотел бы сказать о тех моментах, которые мы этот период встречались с населением, проживающим в округе, и увидели их настроение, увидели их чаяние, увидели их боль. И казалось бы, что люди практически за эти 10 лет, то, что произошло, не находят ответа, почему это так и почему такая жизнь, их сложная жизнь заставляет уезжать, не пользоваться медицинскими услугами, не пользоваться образованием, как положено, как нормального общества. Поэтому вся программа, которая наша состоит, она сконцентрирована в одном условии. Коммунисты, во власти коммунистов, порядок в стране. Поэтому мы считаем, что все-таки то, что было сделано за предыдущие 8 лет правления коммунистов, мы должны его исправлять и вытаскивать Молдову из той нищеты, в которой она оказалась. Да. На этом наш первый раунд завершен, и мы переходим ко второму раунду. Напомню нашим телезрителям, во втором раунде кандидаты отвечают на вопросы ведущего. Для того, чтобы было равноправие, в первом раунде отвечал господин Кара, во втором раунде первым даем возможность господину Ивану Кольчик. Вот предвыборная программа, кампания уже подходит к своему завершению, скоро выборы. Как она прошла, ваша оценка вот этой кампании? Ну, чуть-чуть раньше я уже характеризовал, что наши встречи, которые прошли за этот период, буквально будем считать месячный период предвыборной кампании, она показала, что с кем не встречаешься, с кем не беседуешь, везде и всюду одни и те же жалобы, одни и те же недовольства и в пенсиях, и в зарплате, и среди простого населения, и среди интеллигенции.
То есть практически народ обнищал. Этот показатель, который наша молодежь сегодня покидает нашу страну, один из показателей. Показатель смертности превышает рождаемость. Второй показатель. Тот нищенские пенсии, которые получают пенсионеры и не могут себя в зимний период пользоваться всеми теми благами, которые положены человеку, тоже. То есть практически вся экономика, вся социальная сфера, вся культура находится в упадке. И поэтому мы видим, что нужно срочно менять власть, прежде всего власть поменять и начать восстанавливать принимать те необходимые меры в экономике, в социальной сфере, в культуре, в образовании, то есть практически все сферы деятельности, что окружает нашего человека. Спасибо. Господин Кара, вот были ли у вас какие-то проблемы, сталкивались вы в период этой предвыборной кампании? Вот ваша оценка. На мой взгляд, одной из наибольших, самых больших проблем, которые есть в данной предвыборной кампании, это то, что к нам в Гагаузию вмешиваются имеется в виду вмешиваются политические лидеры, занимающие сегодня должности из Кишинева, из нашей автономии в наши местные выборы, тем самым агитируя за того или иного кандидата. Сегодня, на мой взгляд, кандидат должен сам представлять себя, сам отвечать за свои слова, за свою предвыборную кампанию, а не чтобы за него приезжали президенты, либо башканы, либо начальники управления ходили и за него рассказывали о его предвыборной кампании. На мой взгляд, это самая большая проблема, которая сегодня была на протяжении этой предвыборной кампании. А вот какие встречи вы проводите в этот период, и какие вопросы задают вам избиратели ваши? Мы провели встречи практически во всех учебных заведениях, дошкольных заведениях, в поликлиниках, в медицинских учреждениях, других. В первую очередь в государственных организациях многие люди не согласны с теми изменениями, которые у них произошли по зарплате. Ну а когда мы встречаемся уже с населением, с нашими жителями, вот мы и на рынке встречались, там была проблема, связанная с патентами, то, что Гагаузия уже не имеет собственной налоговой. В других местах также нам часто встречались вопросы, связанные с молодежью, то, что сегодня молодежь вынуждена уехать за границу, не может найти себе достойную заработную плату и безработица. Спасибо. Господин Кольчик, вот ваш лозунг «Коммунисты во власти. Порядок в стране». Какой порядок вы намереваетесь навести и как вы оцениваете свои шансы выполнить свои предвыборные обещания? К примеру порядка, который мы всегда говорим людям, чтобы все-таки люди вспомнили, что порядок, который мы во власти были 8 лет, 2001 по 2008 год, мы показали, что действительно Республика Молдова может развиваться самостоятельно, без кредитов, без займов. И поэтому порядок был в то время искоренена коррупция, преступность, было более 130 преступных групп были закрыты, готовы были уехать. То есть порядок в стране люди почувствовали, начали повышать пенсию ежегодно повышали пенсию от 18 до 20%, и люди это, конечно, почувствовали. То, что сегодня творится, и то, что за 10 лет мы увидели, что правящая власть за эти годы и продавала и продолжать продавать государственную собственность, продолжает продавать сельскохозяйственные земли, незаконно присваивает гражданство другим иностранным лицам. И коррупция, миллиард, который был украден, неизвестно, когда будет возвращен и кем будет возвращен. То есть этот беспредел и в административных органах, в прокуратуре, в судах, даже в Конституционном суде, когда занимают люди места, имеющие двойное гражданство, то ясно, что действительно беспорядок в этой стране, и нужно его искоренять. Чем быстрее мы его сделаем, чем быстрее мы его искореним, тем больше общество почувствует свою правильность или достойную жизнь в этой стране, где они проживают. Спасибо. Господин Кара, если ваш кандидат станет депутатом парламента Республики Молдовы, что намерен сделать конкретно для укрепления статуса автономии? В первую очередь мы должны, повторюсь,
вернуть все наши службы, это таможню, это налоговую вернуть, АНСУ, другие организации, те организации, которые сегодня центром не является Камрад. Сегодня, потому что даже те же сталкиваются с этой проблемой, те же предприниматели наши, та же молодежь сталкивается с этим. В первую очередь мы должны это вернуть, поэтому сегодня наш кандидат идет независимым, потому что человек, будучи в партии, находясь под каким-то политическим крылом, он не может поднимать эти вопросы, потому что сегодня невыгодно потому что это сегодня невыгодно их партии. Сегодня также мы намерены в первую очередь сделать все возможное для того, чтобы удержать нашу молодежь на территории Гагаузии, чтобы она сегодня не уезжала, для того, чтобы наши школы не пустели, а наоборот наполнялись нашими детьми. Господин Кольчик, вот вы говорили о том, что уезжают и молодежь, и люди. Что-то предусмотрено в ваших программах конкретно что вы предлагаете для того, чтобы молодежь и люди оставались у нас в автономии? Понимаете, этот поток остановить на этом этапе, его надо начинать с нуля. Практически, чтобы его остановить, это надо сейчас выпускникам школ, которые дать спокойно, чтобы они здесь учились. А после окончания дать им найти достойную работу, достойную заработную плату. Молодой человек или молодая девушка, которая заканчивает, и в будущем, который формирует уже семью, надо предоставить жилье на льготных условиях. То, что предлагается нашими партиями, которые идут сегодня на выборы, понимаете, хочется сказать просто, что это политическое мошенничество. Когда говорят сегодня, что мы предоставим кредиты на 35 лет, беспроцентные, не может быть этого, потому что сегодня у нас рынок, у нас рыночные отношения. Все эти кредиты, которые предоставляются, они предоставляются банкам. Ни один банк беспроцентный кредит не дает сегодня. Но над этим надо действительно прежде всего заботиться государству, потому что государство без общества, без людей – это не государство. И мы когда говорим, что люди молодые уезжают, причина уезда. Почему? Потому что нет зарплаты, нет рабочих мест, нет действительно досуга, где бы эта молодежь себя проявила. Поэтому надо все начинать, буквально все разрушено, все с нуля надо начинать с тем, чтобы эту молодежь или будущих людей, молодых людей, чтобы они оставались в стране, и страна должна только этими людьми, которые трудоспособны, может страна развиваться и иметь свое будущее. Спасибо. Господин Кара, вот в программе вашего кандидата, которого вы представляете, Николая Дудогла, что-то конкретно предлагается для молодежи, для людей автономии? Уже есть, сегодня мы все знаем, что у нас есть команда в Народном собрании, был принят закон, где сегодня оказывается поддержка молодым семьям при покупке жилья. Кроме этого, мы хотим, чтобы сегодня молодые люди получали действительно помощь, чтобы не ждали с бюджета нашей страны, а сегодня, потому что сегодня у нас большой бюджет в автономии. Этот бюджет сегодня позволяет поддержать наших студентов, сделать им дополнительные стипендии, сделать им сегодня бесплатное обучение. Это все возможно, потому что у нас с прошлого года, допустим, осталось около 50 миллионов лей остатков в бюджете нашей автономии. Эти деньги мы можем направить на поддержку наших молодых предпринимателей, нашей молодежи. Мы можем сделать около 2 миллионов лей будет стоить, чтобы мы сделали бесплатное обучение. Это все, над этим надо работать, чтобы у нашей молодежи было сегодня желание оставаться именно на территории Гагаузии. Конкретно, если мы начнем с этого малого, то я уверен, что через определенное количество лет мы остановим этот массовый отток, который сегодня есть. Его невозможно остановить за 1 либо за 2 года. Спасибо. На этом наш второй раунд завершается. И мы переходим к третьему раунду. Напомню, что в третьем раунде кандидаты имеют возможность задавать друг другу вопросы. В этом раунде первый вопрос предоставляется возможность вам, господин Кара, задать господину Кольчику. Хотелось бы задать такой вопрос. Партия коммунистов привела к власти, привела их в большую политику Игоря Додона, Ирину Влах.
а они этим воспользовались и предали в первую очередь Воронина, проголосовав за Тимофти. Как вы относитесь к их предательству, и не будет такой же сценарий, как бы не повторится ли этот сценарий и в этом парламенте, новом парламенте, с некоторыми депутатами, которые придут от коммунистов? Я могу только коротко сказать, что мы за все эти вещи, которые с нами поступили, и Дадон, и Ирина, и ряд других депутатов, которые перешли в демократическую партию, которые получили огромные деньги, отрицательно. И мы это всегда говорим и говорим, потому что практически эти люди предали нас. И если только еще мы ставим вопросы предостеречь себя от перехода от партии, от фракции к другим фракциям или от партии в партию, мы ставим вопрос это с самого начала, еще с 2014 года, когда это предательство это произошло. Мы ставим принят закон о запрете перехода политического туризма, как мы его называем, из партии в партию. Поэтому в любом случае, который вы говорите, что не произойдет, не произойдет, потому что сегодня опыт, ошибки, которые были допущены, уже проанализированы. И сделается все возможное, чтобы в следующий парламент вошли люди достойные, которые не предавали и не будут предавать в будущем. Спасибо. Господин Кольчак, ваш вопрос. Вы знаете, я очень плохо знаю моего собеседника, потому что думал, Николай Харлампич будет, потому что все-таки есть вопросы глобальные, но так, ознакомившись с программой и тезис ваш, который навстречу народу, я думаю, что все-таки народу Николай Харлампич, который идет с этой программой, думаю, что идет навстречу народу не только гагаузскому народу, но, видимо, имеется в виду народу и Молдовы, потому что когда сейчас за последнее время раздаются голоса поддерживающих Николая Харлампича и говорят, что ни одного голоса партиям. И вот меня интересует, как поступите вы в будущем ни одного голоса партиям, как будут контакты с другими партиями у независимого кандидата? Мы сегодня не выступаем за бойкот парламентских выборов. Мы сегодня выступаем... Речь идет не о бойкоте, речь идет о отношении к партиям. Сегодня каждый житель нашей автономии должен принять для себя решение и отдать свой голос за того или иного, за ту или иную партию, которая сегодня есть на территории Гагаузии. Но очень важно сегодня то, чтобы жители нашей автономии, сегодня есть возможность, чтобы Камрад получил 2 депутата парламента независимых. Сегодня, ни для кого не секрет, что Камрадский округ сегодня разделился на 2 поля. Это поле социалистов, что касается одномандатных, и второе поле – это поле, которое Николай Харлампич Дудоглу. Сегодня 2 поля ведущих, но партия социалистов в очередной раз хочет обмануть наших жителей и пытается провести по одномандатному округу представителя партии, человека, который сегодня находится в проходном списке партии социалистов. И мы говорим об этом, чтобы наши жители четко понимали, что ни одного голоса именно тем кандидатам, которые сегодня проходные по спискам, по партиям. Потому что если сегодня этот кандидат выходит из списков партий, соответственно, на его место приходит следующий представитель, но уже представитель не Гагаузии. Речь идет об этом, когда мы говорим ни одного голоса представителям партии по одномандатным. Именно тем, кто проходные, находится в списках той или иной партии. У вас есть реплики какие-то, господин Кольчак? Здесь реплики может быть, потому что просто человек опыта не имеет, парламентского опыта, Николай Харлампич больше опыта, поэтому здесь уже дискутировать и спорить с человеком, который не ориентируется. Понимаете, вопрос стоит в другом, что когда говорят о ни одного голоса республиканским партиям, и получается, мы отделяем народ и раскалываем народ еще больше. Есть молдаване, есть болгары, есть украинцы, есть... Они же люди кому-то какой-то партии симпатизируют. Но нельзя так не так ставить вопрос ни одного голоса партии. Это мы лишний раз себя опять раскол делаем в обществе. Я повторюсь, ни одного голоса кандидатам от политических партий, которые находятся проходными в списках той партии. В данном случае, допустим, идет речь о кандидате от партии социалистов. Сегодня этот молодой человек, он находится проходным, он сегодня находится 19-м в списке партии социалистов. Сегодня партия социалистов по стране набирает 40%. Соответственно, от 20 до 20 человек по спискам проходят сразу в парламент, в том числе и их кандидат. Если мы сегодня голосуем и проводим его по одномандатному округу,
не по партии. Соответственно, он выходит из этого списка, и в этот список спускается следующий представитель из Кишинева, либо Бец, либо Унген и так далее. Зачем мы должны... Вся эта технология мне известна, дорогой. Мы об Все этом... это известно. Но другая речь идет, что вы говорите о том, что если проходной список, как откуда таковой? Вы что, пророк, что ли? Вы что, экстрасенс, что ли, вы знаете, пройдет, не пройдет? Сегодня проводятся социологические опросы, которые проводились и до этого. Ну, вы же знаете, на каждых выборах мы проводим социологические опросы, вы знаете, как делаются. Кто заплатит, тот и проходит. Социологические опросы проводит лично наша организация, поэтому я так уверен. Ну, хорошо. В данном случае. А что касается в общем политических партий, то здесь каждый житель должен отдать свой голос той или иной партии для того, чтобы наши представители были из других партий в парламенте Республики Молдова. Для того, чтобы чем больше будет наших жителей из Гагаузии в парламенте, тем лучше будет для нас, конечно, в первую очередь. У вас еще есть время, так что можно по второму вопросу, если у вас есть вопрос, Степан. Давайте, может, вы зададите, потом я как раз подумаю. Ну ладно, давайте я задам. Ладно, Как вы относитесь, допустим, к референдуму, чтобы сократить со 101 депутата на 61 депутат? Отрицательно, если коротко. Отрицательно с самого начала, что референдум это просто-напросто сделано специально демократами, демократической партией, для того, чтобы вытащить людей на голосование. А то, что предложения, которые они делают со 101 до 61, сами демократы не могут обосновать эту цифру. В парламенте, еще раз говорю, в парламенте существует 10 отраслевых комиссий. Эти комиссии, через них проходят все законодательные проекты законов. Эти комиссии дают свое заключение на любой проект закона, который попадает в комиссию для обсуждения. Потом пленарное заседание или парламент 101 человек рассматривает его и принимает или отклоняет. Но эти 10 комиссий, профильных, отраслевых комиссий, которые работают там по 10 человек, если 101 разделить на 10, будет по 10. А представь себе 61 человек разделить на 10, будет 6. Один уехал, другой заболел, третий не пришел. 3 человека решают проблему закона. Это разве решение вопроса? Поэтому мы говорим, мы отрицательно отнеслись с самого начала. Этот референдум ничего не даст, он не конституционный. И если даже представим себе, что какой-то результат, будет результат в любом случае, получит, то следующий парламент через 4 года только может принять изменения в регламент парламента и в Конституцию Республики Молдова и сократить от 101 до 61. Но неизвестно дальше, что будет. 61 человек дальше как поступит. Что будет с нашей Гагаузией тогда? Здесь еще один момент надо учитывать. Если мы имеем в Народном собрании 35, а республика будет иметь 61, то получается, что мы половина парламента государства, страны. Тогда они начнут цеплять нас, я имею в виду центр, давайте сокращать и здесь. Здесь еще одна такая ловушка, которую надо учитывать в будущем нам. Поэтому мы отрицательно, еще раз говорю, отрицательно, и всех избирателей, которые придут в воскресенье на выборы, не брать бюллетени, не участвовать в этой грязной игре, которую предложили демократы вместе с социалистами. Они промульгировал президент закон, и вместе с социалистами приняли решение о проведении этого референдума. У вас есть реплики? Господин Кольчик, ваш вопрос. Второй. Вы знаете, опять же, я думаю, что вы не сориентируетесь. За эти годы правления демократической партии Николай Харлампич стоял там 3,5 года. Был ряд принято законов и ряд решений о продаже государственной собственности, особенно по передаче собственности аэропорта и концессию и в продаже стадиона, республиканского стадиона под строительство посольства. Вот меня интересуют все эти моменты, которые происходили за эти годы в Демпартии, где он был членом Демпартии. Как такое можно было допускать и как можно было, чтобы Демпартия принимала такие решения в ущерб государству? Тут, видимо, были, может быть, причины, по которым это все снималось на продажу и так далее. Я не принимал участие в этом, поэтому не могу вам сказать. Но я считаю, что в первую очередь мы должны акцентировать внимание
на тех вопросах, которые он защищал в первую очередь как бы, ну, Гагаузию. В первую очередь, когда он защищал и русский язык, он не голосовал за то. Потом, я не уверен даже, что он и за это голосовал. Потом он не голосовал за то, чтобы выводить российские войска с Приднестровья. И много вопросов потом отстаивал бюджет Гагаузии. Надо на это акцентировать внимание. В первую очередь, что касается Гагаузии, а то, что происходит там, я считаю, что там достаточно количество депутатов парламента, которые, в том числе и из Кишинева, в том числе, которые имеют отношение к этим объектам. Поэтому я думаю, что Гагаузия к этому вообще никакого отношения не Ну, должна я иметь. не ущерб вам, мне это самое. Там 4 депутата в парламенте, которые находятся находятся в парламенте от Гагаузии, поэтому одно уточнение, что бюджет Гагаузии он не принимает. Бюджет Гагаузии принимает депутаты Народного собрания, поэтому здесь он отношения к этому не имеет. Я имею в виду тот момент, когда хотели забрать в Гагаузии акцизы НДС. Я этот момент имею в виду. Это не от Гагаузии. Ладно, это дискуссия не Не по дебатов. теме. Не дебатов. Есть какие-то реплики, дополнения по этому раунду? Нет? У меня нет. Хорошо, тогда мы переходим к четвертому раунду. Напомню нашим телезрителям, что в четвертом раунде кандидаты отвечают на вопросы в конвертах. Господин Кольчик, у вас возможность первым выбрать. Вот у вас где конверты, конверт? какой вам нравится. Тянулись. Крепкие клеить, как будто рвать. Каковы ваши сильные стороны, насколько вы оцените ваш шанс пройти в депутаты парламента Республики Молдова? Сильные стороны. Сильная сторона партии коммунистов – доказательство правления за 8 лет. И показала и доказала, что республика может развиваться. И люди, проживающие граждане в Республике Молдова, это почувствовали. Каковы шансы пройти по депутату парламента? Шансы только все зависит от избирателя. Пройти в депутаты. Как избиратель проголосует, кого изберет, тот и будет иметь проходной балл или проходную дорогу в будущий парламент. Как вы оцените, будет вообще явка избирателей в этот раз? Ну, если говорить об явке, я, конечно, боюсь, прогнозы вообще дело не достойно давать прогнозы, но думаю, что явка очень будет слабая по сравнению с явкой, которая была в предыдущих выборных кампаниях, выборных на президента, если чем последнюю кампанию. Может быть связано? Разочарование людей – это раз. И второе, самое главное, другое, что численность населения, численность избирателей, которые сегодня имеются в Гагаузии, будем говорить о нашем регионе, да оно и затрагивает и в республике, оно не соответствует той действительности. Мы говорим о оттоке людей, а в то же самое время мы в регистре или в ведомостях, в списке избирателей, которые будут на день выборов, фактически численность избирателей составляет число, которое было, может быть, лет 10-15 назад. А говорим о миллионах людей, около миллиона людей за пределами страны. Поэтому здесь, если судить... Должно контролироваться численность, Нет, кто оно есть, действительно, оно кто должно это всё контролироваться. Но убирается, государство до или чего дошло, или наши контролирующие органы, или регистрационная палата, которые на местах, тем более при мэрии, эту численность не проверяет. Фактически она оставляет ту цифру, которую им спускают сверху. Поэтому здесь, если разделить ту численность, будет поделено процент участия в выборной кампании, и взять ту численность за основу, которую дает регион, конечно, процент участия будет очень низкий. Получается, что нереальная цифра, число избирателей, которые у нас находятся сегодня в республике. Спасибо, и господин Кара. До 4 февраля пройдет и консультативный референдум. Согласны ли вы сократению от 101, Сейчас ваш вопрос. от 101 до 61 депутата и с отзывом депутатов в случае с невыполнением своих обязанностей в парламенте Теперь Республики ваше Молдова? мнение. Я считаю, лично я, когда пойду на выбор 24 февраля, я возьму и тот бюллетень, и этот бюллетень, возьму все 4 бюллетеня и во всех проголосую.
Что касается двух этих референдумов, по первому вопросу, чтобы сократить состав 1 до 61 депутата, я буду здесь голосовать категорически против, потому что одна из причин это то, что в Гагаузии и так мало депутатов. Если сократим на 61, Гагаузия вообще может остаться без депутатов. В первую очередь это невыгодно для Гагаузии. И второй момент это то, что сегодня, на мой взгляд, 61 человек это мало для того, чтобы решать те или иные проблемы в стране. И с отзывом депутатов в случае невыполнения своих обязанностей я за это двумя руками буду, образно говоря, голосовать за, потому что сегодня мы видим, что очень много депутатов, которые проходят в парламенте за 4 года, они приносят нулевой результат для тех граждан, для тех жителей, которые их туда выбирали. А когда будет работать данный закон, они уже будут знать, что их могут в любой момент отозвать, и, конечно, они уже будут стараться быть более активными и приносить как можно больше пользы для жителей того или иного региона. Спасибо, господин Горчак. У вас... Можно одну реплику? Да, у вас еще есть время, поэтому... Да, я почему как раз отзываю депутата, который он за. Вы знаете, что отозвать депутата по партийному списку очень трудно, вообще невозможно, потому что оно прописано в Конституции, императивный мандат. А вот одномандатника независимого можно. Вот как тогда поступите вы, если вдруг отзовут депутата, независимого депутата Николая Харлановича? Если он не будет выполнять свою предвыборную кампанию, то отзовусь нормально. Но я уверен, что даже будучи он, когда находился 3,5 года в парламенте Республики Молдова, он привлек в Гагаузии более 100 миллионов лей. Это и ремонт дорог, это и ремонт нашего Камрадского дома культуры. Сейчас будут вестись ремонтные работы и в поликлинике, и много-много-много других проектов, которые при помощи него было реализовано на территории Гагаузии. Я уверен, что именно конкретно с Николаем Доглу данная ситуация не произойдет. Здесь возникает вопрос, он привлек, он что, имеет свой бюджет, имеет... Нет, многие задают этот вопрос, я вот хочу внести ясность. Когда говорится, что депутат привлек, это не говорит о том, что он имеет свой бюджет, это говорит о том, что депутат парламента носит рекомендательный характер, он может отстоять, почему именно в Камрад, почему не в Кантемир, либо Лёва, либо другие города. И об этом идет речь, что он привлек и настоял, допустим, чтобы именно эти проекты, потому что он знает сегодня, какие проекты наиболее важны для нашего города, образно говоря, конкретно. Это тот же ремонт дорог, асфальтирование дорог, та же наша Камрадская дом культуры. Сколько лет наша дом культуры находилась в каком состоянии? Первые, кто начали ремонтировать дом культуры, именно ремонт начался именно благодаря ему, именно благодаря Николаю Доглу. Об этом идет речь. Понятно, что сегодня ни один депутат из своего кармана не может выделить такие суммы, либо ни у одного депутата сегодня нет такого бюджета, чтобы он мог. Сегодня депутат носит рекомендательный характер, рекомендует тот или иной проект. В этом и заключается роль депутата. Если даже сравнить некоторые депутаты вообще ни одного проекта не отстаивали, либо не предлагали. У вас еще осталось, господин Кольчик, 2 минуты 22 секунды, а у вас, господин Карач, это кроме 1 минуты для обращения к избирателям, и 4 минуты 50 секунд, так как у вас еще есть время, скоро выборы, если у вас есть что дополнить. Те задачи и цели, которые прописаны в программе и у независимого кандидата, и у партии, они только себя воплотят, и люди почувствуют, или люди оценят, когда они будут в действии. Какая партия пройдет, что сделает для общества, для людей, тогда люди дадут оценку. Но, по крайней мере, сегодня действительно люди находятся в таком состоянии, когда одни говорят, не будут ходить на выборы, не пойдут голосовать, потому что ничего не поменяется, другие придерживаются тех заявлений, этих самых, которые делают партии и приходят с подарками, то есть получается, что они оценивают этих действия по этим подаркам, большим концертам. То есть общество действительно, как мы уже сказали, расколото, разделено. Надо сейчас думать, как все это восстанавливать, прежде всего экономику. А отсюда пойдет все, и зарплаты, и пенсии, и пособия, и культура, и концерты, будет все, что необходимо человеку для досуга.
по нашим правилам для обращения к избирателям у вас 1 минута дается строго, поэтому если есть что дополнить, пока у вас есть время, можете сейчас Но мы сделать. уже переходим к обращению? Пока, вот я вам говорю, для обращения у вас 1 минута строго. Если есть что, кроме обращения избирателей, дополнить, к да, нашим что вы предложениям. хотите. А если с той минуты плюс еще что осталось? У нас строго вот 1 минута. Время, которое вы не используете во время раундов, сгорает. Я об этом говорила в начале передачи. Ну, хотелось бы также дополнить и рассказать более детально о предстоящих парламентских выборах, о том, чтобы наши жители на этих выборах действительно сделали правильный выбор и проголосовали действительно за кандидатов, которые сегодня идут независимыми кандидатами, которые сегодня идут не при поддержке какой-либо политической партии, а которые сегодня идут при поддержке наших жителей. Потому что сегодня есть возможность у Камрадского округа получить 2 депутатов парламента. И как бы мы понимаем, что сегодня приходит та партия, 4 года назад была у нас одна партия, 8 лет назад у нас была другая партия. Поэтому партии приходят и уходят, а наши жители, наша молодежь, она остается здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы внести ясность, и чтобы наши жители не отдавали ни в коем случае свой голос за тех кандидатов, которые и так проходные в списках по партиям. Потому что, отдавая за них свой голос, Гагаузия, Камрад конкретно, Камрадский район, 45-й округ может остаться только с 1 депутатом, вместо того, чтобы иметь там 2 депутатов. И в дальнейшем в парламенте Республики Молдова может стать на одного Гагауза больше. Потом в дальнейшем парламенте будет нашим жителям Гагаузии. Все депутаты, которые придут в Гагаузии, без разницы, какой они партии, они будут нашими жителями. Я уверен, что когда они придут в парламент, они вместе там смогут объединиться и приносить только пользу для нашей автономии, для наших жителей. И очень важно тот момент, что сегодня те или иные кандидаты, особенно молодые кандидаты, которые идут при поддержке партии по партийным спискам, они сегодня будут зависеть от политических руководителей, от руководителей их партий. И я не думаю, что у них будет возможность там поднимать те острые проблемы, которые сегодня есть на территории автономии. И тем более это может быть неудобно для их партий, и поэтому им где-то будет запрещаться высказывать свое мнение. Когда человек в парламенте независим, он в любой момент может выйти к трибуне и заявить о той или иной проблеме. А как вы оцениваете шансы вашего кандидата независимого пройти в парламент? Я уверен, что, учитывая тот момент, что два основных кандидата, которые есть сегодня на территории Гагаузии, это Николай Доглу и Александр Суходольский. Я уверен, что Николай Доглу эти выборы выиграет и будет в следующем парламенте Республики Молдова, потому что он уже показал свою работу. Он был более 12 лет примаром города Камрата, был начальником управления молодежи и спорта, создал с нуля практически спорт-лицей-интернат, когда еще будучи молодым тренером, он в своем личном доме, родительском доме организовал спорт-интернат, где воспитывал более 20 ребят со всех уголков Гагаузии. И эти ребята сегодня уже воспитывают наше подрастающее поколение. Есть много примеров, много его достойных поступках, за которые люди действительно, я уверен, что проголосуют. И еще тот момент, что другой кандидат, он уже в парламенте по спискам партий. Поэтому нет нам смысла голосовать за того кандидата, который уже в парламенте, и оставлять Камрадскому округу одного депутата. Сегодня я надеюсь на мудрость наших жителей и на то, что 25 февраля от Камрадского округа будут находиться в парламенте 2 гагауза. Господин Кольчик, у вас есть какие-то дополнения? И вообще, вот Нет, вы говорили... дополнение уже к обращению, вы так я понял, переходим. Да. Итак, Мы регламентом уже запутались. мы переходим к 5-му раунду. Напомню нашим телезрителям, что в 5-м раунде дается 1 минута для обращения к избирателям для каждого кандидата. И в 5-м раунде, господин Кольчик был господин Кольчик. Прежде чем перейти к обращению к избирателям, я хотел бы просто коротко. Завтра у нас праздник,
который все помнят, 23 февраля, когда в прошлом праздновали День Советской Армии и Военно-Морского флота. Поэтому я хочу поздравить всех избирателей, которые связаны были с Советской Армией, которые служили, которые защищали, которые носили военную форму с этим праздником. А 24 февраля, воскресенье, нам предстоит с вами решить судьбу нашего государства, нашей Молдовы, и как будет развиваться Молдова в последующие 4 года. Мы уже доказали об этом и развитие Молдовы в 2001-2008 году. Партия коммунистов пришла тоже на разрухе, но за 8 лет сделала немало и поправила положение, ситуацию в Республике Молдова. Поэтому мы и на этот раз еще раз призываем наших избирателей особенно хорошо продумать свои действия или свое решение, которое они примут, за кого отдать голос в эти воскресные выборы. Поэтому мы просим и призываем вас голосовать за партию коммунистов. По национальному округу партия коммунистов идет 3-я в списке со своей символикой серп и молот. По одномандатному округу представитель партии коммунистов Кильчик Иван идет 6-м с символикой серп и молот. Голосуйте за партию коммунистов. Коммунисты во власти, порядок в стране. Почему именно за вашего кандидата, независимого кандидата Николая Додогу должны проголосовать избиратели? Уважаемые жители Гагаузии, также хотелось бы вас поздравить с наступающим 23 февралем. Почему именно должны проголосовать за Николая Додогу? Потому что сегодня Николай Додогу идет единственным независимым кандидатом, который идет при поддержке наших жителей, который идет сегодня с программой не какой-либо политической партии, а сегодня идет с программой, от которой помогали ему составлять наши жители Гагаузии. Сегодня наш кандидат находится в 4-м списке бюллетеней, он будет находиться под символикой волк. И хочу, чтобы наши жители, конечно, повторюсь, были мудрыми на этих выборах и действительно отдали голос не за гостей, а за нашего жителя, за жителя Гагаузии. Сегодня политические партии приходят и уходят. Конечно, я ничего не имею ни против одной политической партии. Пускай каждый житель нашей автономии отдал свой голос за ту или иную партию, которая ему наиболее близка. Но не надо забывать, что они сегодня все находятся в Кишиневе, а наш кандидат, независимый кандидат, находится в Гагаузии, находится рядом с нашими жителями, находится рядом с нашим населением и живет и будет жить всегда рядом с нами. И нам всегда легко к нему обратиться, достучаться и обратиться ему с теми проблемами, которые сегодня есть у наших жителей. Спасибо. Время вышло. Напомню нашим телезрителям, что это были последние предвыборные дебаты на канале АТВ в депутаты парламента Республики Молдова, которые пройдут 24 февраля 2019 года по округу номер 45 Камрадского района. Все наши дебаты вы можете посмотреть на нашем сайте atv.md. Оставайтесь на нашем канале.